О перспективах развития Дуванского района поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Айдар Абдуллин, глава администрации Дуванского района. Здравствуйте. Айдар Булатович, очень рада видеть вас у нас сегодня в студии. Тем более у нас есть информационный повод для встречи. Буквально на днях прошел муниципальный совет по итогам полугодовой работы. Расскажите, каковы его итоги? Да, действительно, в понедельник прошло у нас заседание Совета муниципального района Дуванский район. На нем были подведены итоги развития района за первое полугодие 2025 года. Были рассмотрены исполнение бюджета, перспективы развития всех отраслей. В целом мы наблюдаем положительную динамику, да, несмотря на небольшое невыполнение доходной части бюджета, в целом так по всем отраслям идет положительная динамика. Подробнее, я думаю, что в интервью нашем поговорим. А еще вопрос, Айдар Булатович, вот вас буквально не так давно, чуть больше месяца назад утвердили на должности главы администрации, но вы и выросли в Дуванском районе, то есть это для вас родной район. Начинали с учителя физики и дошли до главы администрации. Непростой путь прошли. Да, действительно, я свою всю жизнь практически прожил, за исключением времени учебы, в своем родном районе, в родном Месигутово. Начинал трудовую деятельность, как вы уже сказали, учителем физики, потом председателем комитета по делам молодежи, культуры, секретарь совета, замглавы. Буквально месяц назад был назначен главой администрации. Действительно, всю жизнь, живя в районе, конечно, многие вопросы я знаю, как говорится, не понаслышке. Некоторые вопросы, которые раньше я не курировал, конечно, приходится изучать более досконально. Но в целом, да, ситуацию в районе я представляю. Оценка текущей деятельности у меня она есть. Айдар Булатович, а стало быть, у вас начинается работа не с чистого листа. Вы знаете плюсы, минусы, где нужно, может быть, что-то подправить, а где, может быть, стоит оставить так есть. У вас есть представление, какие направления вы будете развивать дальше? Да, представление, конечно же, имеется. Есть свое мнение на те вещи, которые будем подправлять. Но сейчас еще прошло не так много времени. Я все же провожу еще оценку, где что нужно сделать, где какие перспективы, где точки роста подыскать. Поэтому это движение, конечно, оно будет в любом случае. Ну, а так, в целом, перспективы для развития района, конечно же, это сельское хозяйство, так как наш район сельскохозяйственный. Обратить особое внимание, или вернее, скажем так, продолжить уделять внимание сельхозпроизводству и сельхозпереработке. Потом 54% территории нашего района – это лес, поэтому лесной отрасли тоже считаю, что нужно уделять особое внимание. И здесь будем, наверное, предпринимать шаги по привлечению инвесторов, по созданию производства глубокой переработки древесины. Конечно же, нужно развивать малый бизнес в различных сферах. Это и в том числе и придорожный сервис, и сельхозпереработка. Ну и особое внимание, конечно же, следует уделить это туризм. Потому что у нас красивые места, у нас есть исторические места, поэтому и реки, и сплавной туризм, и точки притяжения в виде, допустим, скалы Сабакай, где снимались 4 серии фильма «Вечный зов». Поэтому есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Вот вы говорите о том, что Дуванский район – это сельскохозяйственный район. Сейчас время уборки, как она началась, все ли в порядке? Да, подготовительные работы практически завершены к уборочной кампании. Сама уборочная кампания, основная часть, стартует, наверное, буквально в ближайшую неделю. Тем не менее, можем считать, что уборка началась. Первые 200 гектаров зимового рыжика у нас СПК Ярославский убрали. Поэтому мы считаем, что уборочная кампания началась, но основной этап начнется чуть попозже, по мере созревания культур. Это в первую очередь сейчас у нас озимые рожь, озимая пшеница. На какой урожай рассчитываете? Загадывать пока не будем, но специалисты сельского хозяйства, наши руководители сельхозпредприятий говорят, что в этом году урожай должен быть лучше, чем в прошлом году. Будем ожидать. А с какими идеями приходят бизнесмены? Предприниматели довольно активны, они приходят. На самом деле, и вот в последнее время, я о чем уже тоже упомянул, это туризм. Есть несколько предложений, и уже начинают реализовываться проекты по созданию баз отдыха туристических.
На последнем инвестчасе у Ради Фаритовича был рассмотрен проект создания туристического кластера на реке Уфа. Значит, бизнесмен, вернее, как сказать, инвестор с Уфы, корни которой исходят из нашего района, изъявила желание. Вот, надеемся, что этот проект тоже реализуется. А так предприниматели, конечно, приходят с различными вопросами. Кроме туризма, это и в том числе и переработка, и занятия с детьми, и разные направления. Конечно, скажем, стараемся отрабатывать, чтобы они нашли свое место и остались в районе, как бы и создавая и рабочие места, ну и трудясь на благо нашего района. Сейчас много говорят о том, что существует кадровый дефицит, причем он существует и в медицине, и в образовании, и в сельском хозяйстве отчасти коснулся. Как у вас обстоят с этим дела? Кадровый дефицит, да, это большая проблема. Если еще буквально несколько лет назад мы говорили о том, что вот дефицит у нас врачей, медицинских работников, да, в сельском хозяйстве механизаторов, особенно на период уборочных, посевных работ, большая проблема была, то сейчас это коснулось действительно и образования системы. Меры какие мы предпринимаем? У нас ежегодно Фондом жилищного строительства Республики Башкортостан практически каждый год сдается многоквартирный дом. Часть квартир в этом доме мы предусматриваем как раз для таких категорий медиков, врачей, бюджетной сферы и сельского хозяйства. В прошлом году, для примера, у нас пришло 16 медицинских работников молодых, 8 врачей, 8 среднего персонала. В этом году пока предварительно уже тоже цифры есть, пока поменьше, но еще процесс идет. В системе образования в прошлом году у нас пришло 13 молодых специалистов. Значит, в этом году тоже ожидаем, но пока конкретную цифру сказать не могу, потому что до 1 сентября этот процесс еще идет. Значит, в настоящее время мы разрабатываем программу поддержки молодых специалистов в области образования и культуры, потому что без этого уже на самом деле привлечь молодых людей к нам становится проблемно. Но в целом этими вопросами стараемся заниматься комплексно. Какие-то есть предложения? Вот вы сейчас сказали о том, что выделяете квартиры в строящемся жилье. Может быть, какие-то финансовые есть моменты для поддержки? В финансовой части, как раз я про программу сказал, в этой программе будет отражено. Мы, конечно, конкретные цифры пока не могу назвать. Это у нас еще в стадии обсуждения проработки. Но, да, какие-то подъемные компенсации, значит, коммунальных услуг, возможно, да. Вот эти моменты мы сейчас как раз проговариваем, прорабатываем, и думаю, до 1 сентября мы эту программу примем. Если говорить о благоустройстве района, здесь есть различные программы, которые действуют и на федеральном уровне, и на республиканском. Вот какой из них воспользовались? По благоустройству, конечно, мы стараемся участвовать во всех программах, и как федеральных, так и в региональных. Значит, по федеральной комфортная городская среда у нас уже 3-й год идет реконструкция набережной реки Ай, это в райцентре в селе Месигутово. Активное участие. В этом году проголосовали, опять же, на продолжение этого проекта, то есть в следующем году при достаточном финансировании мы надеемся завершить этот проект. Кроме этого, конечно же, стараемся участвовать, принимаем участие в региональном программе, это башкирские дворики. У нас практически, большая часть двориков уже по этой программе прошли, благоустроены. Кроме этого, также республиканские программы, это по освещению, строительство заборов в райцентре, и, конечно же, программа поддержки местных инициатив и реальные дела. В этих программах, начиная от детских спортивных площадок, благоустройство парков, ремонт памятников ветеранам Великой Отечественной войны и благоустройство кладбищ, и так далее и тому подобное. Если говорить еще также о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Месигутово, тем более там бассейн предполагается, насколько я знаю, что здесь будет сделано? Это, конечно, самый такой хороший проект, который все жители нашего района ждут. Значит, физкультурно-оздоровительный комплекс у нас запроектирован, проведена госэкспертиза. К сожалению, пока финансирования нет, но все же ожидаем. Значит, в этом проекте у нас бассейн, значит, ФОК в составе, значит, большого спортивного зала 42×24, тренажерный зал, борцовский зал и крытая ледовая арена.
Поэтому проект большой, проект хороший, он нам нужен, потому что у нас в районе развивается и хоккей, и фигурное катание, и в перспективе мы смотрим, чтобы и шорт-треком заняться. Ну а бассейн нужен на Северо-Востоке, если так по большому счету взять, бассейнов, кроме санаториев, у нас практически нет. Поэтому этот объект будет работать не только для Дуванского района, но и в целом для всего Северо-Востока. Действительно, проект очень масштабный. Если здесь и бассейн, и ледовая коробка, да, крытый ледовый каток, еще и разные виды спорта планируется культивировать, поэтому здесь, разумеется, нужны очень серьезные вложения. Ну и, конечно, не могу обойти тему спецоперации, потому что сейчас вся республика, вся страна в одном едином порыве поддерживает наших бойцов, их близких. Вот в этом плане, как организована работа? Ну, Дуванский район в целом, все жители, общественные организации, волонтеры, боевые братства, организации предприятелей и индивидуальные предприниматели очень активно принимают участие в этом. Вот буквально на прошлой неделе ушел еще один гуманитарный конвой, в том числе и из нашего района. В целом мы уже приняли участие более чем в 50 отправок больших. Более 110 грузовых автомобилей, заполненных различными товарами, около 2000 кубометров пиломатериалов, более 100 автомобилей и мотоциклов направили наш район. Также, кроме этого, различный стройматериал, генераторы, дроны, и так далее, и так далее. В районе активно принимают участие в сборе и отправке гуманитарного конвоя практически все. У нас созданы 25 групп, которые в каждом сельском поселении шьют у нас сети, антидроновые одеяла, шторки, изготавливают сухой душ, окопные свечи, и многое-многое другое. Ну и, конечно же, финансовые сборы. Первоначально, конечно же, принимаем заявки от бойцов, от наших ребят, от земляков, от их подразделений, и уже согласовываем, бросаем клич и совместными усилиями готовим. Ну и спасибо, конечно же, руководству республики за то, что нам регулярно выделяется автотранспорт для доставки этого гуманитарного груза, потому что своими силами мы бы такое количество груза не смогли бы отправить. Айдар Булатович, и наверняка день начинается с общения с жителями местными, заканчивается. Насколько часто много обращаются люди к вам? Люди на самом деле приходят, общаются и даже на улице подходят, спрашивают, вопросы есть. И, конечно, огромная благодарность им за это, потому что раз у них есть интерес, значит мы живем, мы развиваемся. А на самом деле интерес у жителей есть. Это на самом деле так. Это самое главное. Спасибо вам огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились тем, чем живет сейчас Дуванский район. Надеюсь, не раз еще увидимся. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.